публикации набора тематических открыток о культуре и истории Коми края в Национальной библиотеке Республики Коми. Автор и художник проекта «Культура Коми», студентка 4-го курса направления дизайн Анастасия Кирилловна. Анастасия, расскажите нам о вашем проекте. Данный проект направлен на сохранение и транслирование формы культуры. Наверное, немного расскажу об истории проекта. Он начинался еще в 2021 году с создания 2 иллюстраций на тему женщины, охоты и язычества. Охота, женщины и изначально 3 иллюстрации были созданы для творческого конкурса, но позже мой преподаватель и наставник данного проекта предложил мне продолжить его и сделать больше иллюстраций, и сделать из этого открытки. Весной 2022 года проект был представлен и опробирован на 2 конференциях. Это первая всероссийская конференция «Культура и искусство Севера. Взгляд молодых» и на 4-й всероссийской конференции «Молодежь и наука на Севере 2022». На одной из конференций была предложена идея сделать не просто иллюстрированные открытки с текстом, но именно почтовые открытки, чтобы их можно было отправить по России, и чтобы люди из других регионов тоже узнали о культуре Республики Коми. Вообще идея открыток мне понравилась, так как открытки являются достаточно популярным сувениром еще с начала их создания. Также они могут соединить текстовую и визуальную информацию и являются достаточно компактными. В июле 2022 года я наткнулась на информацию о конкурсе гранта «Вопрос молодежь» и решила в нем поучаствовать как раз с этим проектом. И в октябре прошлого года, уже год назад, я узнала, что стала победителем, и с тех пор проект начал свою фактическую реализацию. Изначально, как я говорила, были созданы 3 иллюстрации, и в течение 2022 года подобран текст к ним. С октября были созданы остальные 6 иллюстраций, и также была найдена информация. Я хотела бы еще рассказать о замысле, который закладывался в эти открытки. Начну с 2 открыток, посвященных рождению, свадьбе и смерти. Это первые, которые вышли. Эти 3 события являются важными в жизни Коми человека. Ну, не только Коми, а и других традиционных народов, так как эти события являются переходными в жизни человека. Рождение и смерть в биологическом плане, а свадьба в социальном. В каждой открытке я хотела отразить аспекты, присущие именно Коми народу. Например, идентификация жизни человека с жизнью дерева и существование у каждого человека своего дерева Аскун. Также обязательное присутствие колдуна на свадебном обряде. Также, в отличие от некоторых других культур, ассоциация женщины с солнцем, а мужчины с месяцем луной. В некоторых других культурах, во многих культурах, как бы наоборот, мужчина ассоциируется с солнцем, а женщина с луной. У Коми было не совсем так. Также существование человека 2 душ, это лов и орд, и медведь как символ смерти и страж мира мертвых. Часть открыток тематические и художественные являются зеркальными. Это открытки, посвященные мужчине и женщине, и открытки, посвященные язычеству и христианству. Открытки мужчины и женщины отражают разные поколения, разные костюмы Коми, летние, зимние, и в данном случае на открытке, посвященной женщине, представлен летний костюм русских Коми. А на открытке, посвященной мужчине, представлены
отдельный костюм и женских комий. Также присутствует олицетворение женских и мужских промыслов в виде женщины это прялка, а у мужчины это охотничий домик. Также на открытках присутствуют образы, связанные с мифом о создании мира. У женщины это утка-чёрт, прародительница, можно сказать, всего. И ее сыновья, братья Гебу и Омель на открытке мужчин. Язычество и христианство отражают религиозный аспект жизни коми человека. На них присутствуют два таких персонажа, это Колдун и Стефан Пермский, как креститель коми людей. Присутствуют образы противоположные идолов и церкви, а в текстах отображено роль данных фигур в жизни коми человека, а также смешение верований и долгое существование их параллельно друг другу. Последние две открытки посвящены основным промыслам коми – это охота и рыболовство. На иллюстрациях представлены некоторые из промысловых животных, орудия промысла, а в текстах описываются поверья рыбаков и охотников. Например, запрет на оскорбление животных, так как коми верили, что животные, как рыбы, так и звери, понимают человека. Щука, например, воспринималась как воплощение ледяного духа, а ее челюсть использовалась как оберег. Также описана легенда о воине небесной охоте на лося. Каждый набор открыток напечатан уже тиражом в 455 экземпляров на русском языке и в 215 экземплярах, даже больше, по-моему, 305 экземпляров на коми языке и отправлены по библиотекам Республики Коми, где они могут раздаваться бесплатно и использоваться в разных культурных целях. И в завершении своей речи я хотела бы выразить огромную благодарность Национальной библиотеке Республики Коми за то, что положительно отнеслись к данному проекту и поддержали данный проект. Спасибо. Именно такая цветовая гамма, по-моему, вы не обозначили, да, следующий? Да, ну, красный цвет, можно сказать, такой часто встречающийся и в орнаментах, и в, собственно, в одежде. Это цвет, можно сказать, жизни, цвет солнца в чем-то, цвет крови. Ну, достаточно значимый и используется во многих традиционных, ну, как я уже сказала, в одежде, в оформлении. Зеленые, синие, наверное, более понятны, это, можно сказать, и цвета коми флага, и они тоже, то есть зеленый больше с лесом, синий все-таки с водой, ну тоже такие природные, наверное, от этого отталкивались. Кто является автором переводов текстов открыток на коми язык? Получается, Екатерина Спиридонова и Валентина Кривошеина. Это тоже студенты? Нет, это не студенты, но плюс еще потом в университете был дополнительно проверен перевод текста. А так это просто люди, которые хорошо знают язык. Есть ли у вас у самой коми-коми? Откуда родом, может быть, ваши бабушки, дедушки? Да, у меня коми-коми с Приморского района. Следки Собячего. Может быть, у зрителей возникли вопросы к автору? Задавайте, пока есть такая возможность. Очень все красиво. Только восхищение. Спасибо. Тогда поблагодарим Анастасию. Если у вас есть вопросы к автору, то у нас есть вопросы для вас. И лучшим игрокам сегодняшней нашей небольшой викторины будут предоставлены призы от Анастасии, от автора проекта. Так, я вам задам несколько вопросов. Просьба поднимать руки, чтобы увидели, да, кто готов ответить на этот вопрос.
связи с традиционной культурой, да, народа. Первый вопрос. Согласно традиционным представлениям, некогда щуки и ези вели войну между собой, стреляя друг друга из лука. Куда целились рыбы и как эта война, согласно мифам, повлияла на особенности строения разных видов рыб? Вспомните, чем отличаются щука и ези. Куда они целились во время этой войны? Да, по логике вопрос для нас, да? Как? Исходя из того, как устроены, да, строение вот этих щука и ези, чем они отличаются? Вспомните эти рыбы, да? Ну, варианты кто-нибудь свои предложения. Вы понимаете, что вы видите, кто отличается от вас? Пожалуйста. Куда целились? Еще раз? Не очень слышно вас, жабры, говорят, варианты. Еще какие варианты есть? Вспомните строение этих рыб. Челюсти. В голову есть вариант, да. И, то есть обе рыбы, еще вязь достигла в голову и наоборот. Или другие еще какие-то варианты будут. Хвост еще вариант есть. Ну, я думаю, что девушка первая ответила, и, наверное, можно прочитать это. Ези стреляли щуки в голову, а щуки езям в хвост. Поэтому у щук много костей у головы, а у езей около хвоста. Я думаю, что можно первый вес включить этой девушке. Еще попробуем проверить. Согласно древним представлениям, души умерших на пути в рай переправляются через огненные или водные рубежи, поднимаются на гору. Характерно, что непременным условием правильного, а значит успешного подъема, являются собранные за всю жизнь и взятые с собой в загробный путь ногти. Поэтому разреженные ногти не выбрасывали, а хранили в особом месте. После смерти их клали в гроб. Что еще, кроме ногтей, для будущей загробной жизни собирали в течение жизни? Зубы. Там, я думаю, что вот у нас есть победители. Так. Кроме зубов еще что-то волосы, наверное, все, да? Либо мамочка, как вы думаете, какое правильно зачитали? Волосы, зубы неверно, да? Но волосы тут много. Ответившись на этот вопрос, поэтому не засчитываем этот ответ. Еще один вопрос. В какой момент жизни с приобретением каких навыков ребенок завершал, согласно традиционным представлениям Коми, переход из мира предков в мир живых? Когда о нем говорили «морчанец», «очеловечился»? В какой момент жизни с приобретением каких навыков про ребенка говорили «морчанец», «очеловечился»? Начал говорить, а еще второй говорить. Научившись ходить и говорить, ребенок завершал переход из мира предков в мир живых. Поздравляем второго победителя. В ходе работы над проектом Анастасия посмотрела огромное количество литературы по истории и культуре народа Коми. Изучала труды известных исследователей и фольклористов, этнографов. Среди них работы кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника сектора этнографии Института языка и литературы Коми научного центра Олега Уляшова. Олег Иванович, вам слово. Я так понимаю, какой-то комментарий. Да. Сначала поэзии насчет войны, ези и щук. Когда щуки и ези воевали, щуки стали теснить ези пустились в бегство и отстреливались на бегу. Поэтому
стрелы застревали в голове у щуки, а у Изеи вся спина, только хвост, вся спина стрела. Своеобразные такие косточки есть, которые... Вот. Что по поводу мифологии я занимаюсь, не знаю, светом мифологии лет, наверное, 40 почти. Вот, посмотрел рынки, в принципе, что такое миф. Миф — это не просто какие-то сказки, там, тексты и так далее. Мифы включаются и в действия, в обрядовые какие-то, и в фольклоре встречаются, и в повседневности. То есть миф, по большому счету, это самоосознание народа, какая-то форма самоосознания своего места в мире, представление о мире, поэтому ни одну мифологию, ни одного народа невозможно адекватно перевести на какой-то другой язык, на другую почву, потому что миф — это еще и адаптация человеческой культуры, человека к конкретным условиям пребывания, в конкретной среде. Вот. И есть какие-то марки, в каждом мифе. В свое время Элиас Гомер создал принципы мифологии на основе текстов рун. Жаков надо создать, как-то вот, опираясь на чужие вот эти вещи, чужих богов, чужой пантеон и так далее. Не очень удачно получилось. Но тем не менее, какие-то вещи, они всегда есть. Я в свое время очень много пересмотрел этнографических фильмов. Говорю, вот если показывают там уральские народы, самодийцы, повских угров, наших людей, каких-нибудь там финны, эстонцы и так далее, обязательно вот какие-то должен сидеть там мужик в лодке, ловить рыбу, а над этим мужиком летать какая-нибудь птица. Вот эта вот река, лодка, рыбная ловля, птица, вот, такой шаблон, стереотип, который встречается. Вот, ну, в принципе, и в любом, наверное, представлении, в любом мифологическом представлении какие-то есть маркеры, которые, ну, или бросаются в глаза, или подчеркиваются особо. Мне кажется, вот этими открытками, как бы вот эти маркеры присутствуют. Есть какие-то вещи, рубежи жизни, основные моменты жизни, есть разница между мужчиной и женщиной и в культуре, и в мифологических представлениях, и в быту, и в производстве, естественно, то же самое. Допустим, какие-то основные виды деятельности. Ну и, естественно, я бы не назвал, конечно, язычество, терпеть не могу слова. Вот. То есть, или язычество, или немота какая-то, тоже противостоять. Ну вот эти мифологические представления, они напрямую, их я не думаю, что можно противопоставлять современным религиям, христианству, мусульманству и так далее. Потому что мифологическое представление, то, что мы называем язычеством, это, собственно, как раз и есть мифология, как раз есть основа народной культуры. Невозможно сводить только каким-то пантеоном, каким-то божеством, то есть представление гораздо шире. Это скорее такая натурфилософия, что то есть природная философия, она встречается у абсолютно разных народов. Вот. Но тем не менее, если рассматривать мифологию как неписьменную культуру, а то, что принес Стефан Пермский, письменная культура, это по
большому счету, Коми это культура, это продукт как раз бесписьменной и письменной культуры. То есть план получился очень интересный. Единственное, свадебного знахаря нет такими пользовались бубны. Бубны вообще не характерны для большей части уральских народов. То есть уральских народов самодеятельности нет сентенции, зикута, голоса, они бубнами пользовались, что это танк у нас немножко частично, то есть более заимствовано, да, более, ну, в принципе, такие большие детали, большие вещи, ничего страшного. Вот, и очень радует, что есть какие-то вот такие маркерные точки, есть открытки, хотя бы кого-то может интерес вызвать, скажем, толчком для изучения, для исследования более глубокого. Спасибо. Открытие выставки «Культура Коми» приурочено празднованию Дня родственных финно-угорских народов, который ежегодно отмечается в конце третьей недели октября. Музыкальный подарок празднику прозвучит в исполнении артиста Национального музыкально-драматического театра Республики Коми Ангелины Смирновой.
Хочу обратить еще раз ваше внимание на выставку. После мероприятия подойдите еще раз, посмотрите на эти открытки. На книжную выставку обращаю ваше внимание о традиционной культуре помни народа. И также хочу отметить, что Анастасия сегодня хочет сделать для всех вас небольшой подарок. Можете подойти и каждый взять себе на память по одной открыточке. Спасибо всем большое за внимание. Всем за участие.